Спрос есть, предложение есть. Вот почему это рынок? Там, в рынке можно не обязательно купить за 600 рублей, можно опустить его до 500, до 550 рублей. Можно торговаться. Почему мы не конкурируем с привозным мясом в цене? Ага. Вот я у вас хочу спросить. Розничная цена нигде в Российской Федерации не регулируется. Регулируется только торговая надбавка. Как сказали, не должно быть деликатесное мясо, да? Ну, оно должно быть, это же нормально. Нет. Это не деликатес, это нормально кушать свое мясо. Так. Вот к чему я хочу привести. Мы всех лошадей забьем, и через 5 лет у нас вообще не будет. А я с вами не согласен, категорически, потому что мясо – это социальный продукт, и цена на него должна быть социальная, а не высокая и деликатесная. Мы никогда не будем конкурировать по себестоимости извне, ну, скажем, вот алтайским мясом, местной продукции. Республика мы обеспечиваем только 27%. То есть сам производитель, по сути, он там потерял совсем немного. Государство очень здорово помогло. Но почему-то этот же производитель навстречу нам, потребителям, не пошел. Почему-то ни руководство транспортных компаний не идет навстречу, не снижает ставки. Кто наживается на высоких ценах? Ну, паранойей тоже страдать нельзя ни в коем случае, да, искать там крайних виноватых. В мире, да, такого мяса, как жеребятина и говядина, нету. Ну прекратите. Это вы сейчас Казахстану говорите? Это только в республике Саха-Якутии мясо говядины и конины едят. Мафии, которые наживаются. Но ненормально это. 100% нашего мяса должно быть у нас. Ну в советские же годы же было почему-то. 100% тоже не было там. Ну около того. Не, там было всего-то 32%. Водка подорожает, то все, вы знаете, чем это закончится. Обычно это революция.